Вообще, да, люди живут все дольше, и это становится проблемой для мировых правительств. А вот группа кыргызских активистов предлагает создать продукт, который может любого министра финансов довести до нервного срыва. Эликсир молодости. Но, с другой стороны, их рецепт несложный и безубыточный для бюджета, что и семейного, что и государственного. Всего-то и надо, что перейти на траву, либо вообще голодать. Если вам нравится продукт, можно брать. То есть все зависит от вкуса человека самого. Сначала он отказался от мяса, затем от молока и яиц. Так Медер незаметно для себя стал сыроедом. Пищу, подвергшуюся тепловой обработке, парень не употребляет уже 5 лет. Если вы заметили, то после плотной еды человеку тянет ко сну. Почему? Потому что организм, он затрачивает усилий на переваривание пищи, и человеку сложно что-то либо предпринять. А при сырой пище он как бы более такой динамичный, более активный. Фрукты и овощи на завтрак, обед и ужин. Все в сыром виде, приправленное различными травами. За годы вегетарианства в продуктах питания Медер стал разбираться не хуже диетолога. Я вообще планирую прожить лет 300, если повезет. Вы знаете, наверное, что Адам жил 1000 лет, а Ной всего 600. Вначале было трудно, вспоминает Медер, но цель прожить долгую жизнь победила страх остаться голодным. Вот и сегодня на обед он готовит морковь, редиску и капусту, а вместо чая – стакан родниковой воды. Вода, конечно, очищает. Вообще рекомендуется пить 2 литра воды в день, причем пол-литра сразу утром натощак. Непередаваемые ощущения. О целебных свойствах воды эти женщины знают лучше всех. В городе Чолпан-Ата их называют иссыкульскими моржами. В воде они плескаются круглый год. Господи, благослови. Зимой 10 минут, весной и осенью по 20. Каждая минута впоследствии обернется годами, уверены женщины. Уж в свойствах ледяной воды они разбираются. Вот так. Мокрая. Эмилии Никифоровне 75 лет. Первый раз в зимнее озеро она вошла 7 лет назад. От любопытства, вспоминает бабушка. Теперь и дня не проходит без холодных ванн. Ничего не ужас, это просто привычка. Пока в обществе иссыкульских моржей 6 человек. Приходят рано утром, после водных процедур еще долго разговаривают о смысле жизни. Ведь ради ее продления и приходим, шутит Антонина. Весь день бодрая ходишь. Классно. Непередаваемое ощущение. Еще несколько взмахов, и арычная траншея будет готова. Ничего сложного, шутит Шарыпата. Дел еще много. Надо полить огород, накормить скот. А что уставать? Двигаться надо. Будешь двигаться, шлаки будут выводиться из организма, и ничего болеть не будет. Нельзя лежать. В его годы лежать в постели врач прописал, но деда постельным режимом не удержишь. Ему в этом году исполняется 95 лет. А столько еще надо сделать, столько рассказать. Тем, кто хочет прожить долгую жизнь, хочу только одно сказать. Не пейте, не курите, трудитесь и не обижайте друг друга. Если обидели, простите и забудьте. Легче жить будет. Рано умирают злые и жадные люди. Ой, что тебе рассказать? Я и не помню. Свой секрет долголетия Зайна Апа рассказывать не стала. Решила применить более креативный способ. Иначе, говорит, молодежь не поймет значение слова «терпение». Вот так вот надо это делать. У тебя не получается. А как ты думала? Мы так и жили раньше. Часами сидели, чтобы создать условия для своей жизни. Терпение и только терпение сделало ее вначале человеком, а там и жить приказала дольше, смеется бабушка. А терпеть за эти 100 лет пришлось немало. Большая часть жизни прошла с вынужденной диетой. Нечего есть было. Голодала целыми днями. Сложные времена были. Может, это помогло. Но я не все помню. Подай мне ту шерсть.
Ты что, спишь? Салат долголетия. Так, ну попробуем, да? Через лет так 100 Медер обещает представить свою собственную формулу молодости. На днях, на встрече с другими сыроедами, а их в столице оказалось немало, ребята приняли решение создать клуб. С единомышленниками, уверен Медер, изучить секрет долголетия будет легче и быстрее. Была такая идея, я думаю...